И вновь вы смотрите передачу «Новости за школьной партой». И вновь с вами Рома и Гузель. Сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях. Приятного просмотра! Сотни и сотни жителей города Канаша и его гостей вышли на главную площадь для участия в параде, посвященному Дню Победы. 9 мая – это праздник с слезами на глазах. К сожалению, из года в год количество ветеранов Великой Отечественной войны уменьшается. С ними мы встретились на параде Победы. Все мы любим и уважаем этот праздник. Наверняка нет таких людей, которые безразлично отнеслись бы к этому великому дню. 9 мая – это дата, когда мы можем поблагодарить тех, кто пал ради мирного неба. Многие учащиеся школ, учителя, студенты, родители, а также жители города построились в одну колонну на проспекте Ленина. Эта колонна называется «Бессмертный полк». Все участники Бессмертного полка шли к площади с фотографиями своих близких и родных, тех, кто участвовал в войне. Какая же гордость за этих людей! Мы должны сохранить память о наших героях, ведь мы последнее поколение, которое видит ветеранов живых, а в нашем городе их осталось всего лишь 2 человека. На главной площади проходил праздничный парад, а после было возложение цветов к монументу славы. Ветераны нашего города сидели на своих почетных местах, а учащиеся школ гордо прошли перед ними, отдавая дань память их мужеству строевым шагом. Мы должны помнить и гордиться, и мы выражаем благодарность тем, кто отдал свою жизнь ради спокойной жизни. В преддверии Дня Победы в Канаше прошел традиционный велопробег. В нем приняли участие более 800 участников. И стоит отметить, что и взрослое поколение, и совсем юные участники таким образом решили поддержать массовую акцию. День Победы был и остается, пожалуй, главным праздником нашей страны. Мы чтим и уважаем героев сражений, солдат и офицеров, прошедших через тяжелейшие испытания. Память о них навсегда остается в сердцах людей, чьи родные и близкие познали ужасы военных лет. Участие в велопробегах для многих семей нашего города стало традиционным. Из года в год количество желающих проехаться по главной улице Канаша становится все больше. И главной целью пробега является не езда на скорость, а участие. Ведь это память поколений. Расстояние от площади Ленина до района ВРЗ сегодня преодолели более 800 участников. Роман Константинов, Вениамин Григорьев для новостей за школьной партой. Рома, ты знаешь, какой праздник отмечался 29 апреля? Да, знаю, это Международный день танца. Правильно, именно в этот день прошел финал городского тура «Зажги свою звезду». Участники встретились на сцене городского дворца культуры. Давайте посмотрим сюжет. В городском дворце культуры состоялся финальный тур 13-го городского конкурса детского и юношеского творчества «Наши имена» под девизом «Зажги свою звезду». Это конкурс, где все участники смогли показать талант, творчество и фантазию. 29 апреля прошел финал этого конкурса, а для того, чтобы попасть в финал, участники прошли 2 отборочных тура. По мнению ребят, борьба была тяжелая, каждый хотел показать свой лучший талант. В финале конкурса на сцене были самые сильные, самые талантливые и трудолюбивые. В финале участвовали 80 разных коллективов, а также солистов. Все ребята постарались на славу, и каждый показал то, на что он способен. Это был самый яркий, красивый и запоминающийся праздник. Елена Бладцева, Гузель Хамидулова для новостей за школьной партой. Ну вот, а наша передача подходит к концу. Но это не повод расстраиваться, мы увидимся совсем скоро. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До скорых встреч. Всем пока-пока.